Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные 1941 год, 21 июня. Была ясная теплая погода. В школах проходили выпускные балы. Десятиклассники прощались со школой и готовились выйти в большую жизнь. Все были счастливы и веселы. Ничто не предвещало войны. 22 июня 1941 года началась самая страшная война в истории человечества – Великая Отечественная война. Борьба против фашистского порабощения длилась 1418 дней и закончилась победой советского народа, но унесла миллионы человеческих жизней. Люди умирали, погибали на полях сражения от пуль и осколков снарядов, умирали от ран в госпиталях. А еще умирали не только военные люди, но и простые мирные жители. Немцы сжигали целые деревни вместе с людьми. Всех жителей села или деревни собирали в один большой сарай, закрывали двери, обливали сарай бензином и поджигали. Там сгорали живыми старики, которые не могли уже идти на войну, женщины и дети всех возрастов. Другие деревни они полностью расстреливали, а дома сжигали. Фашисты не щадили никого. Дети и война – понятия несовместимые. Мальчишки и девчонки, попавшие на войну, должны были расстаться с детством. Все поняли без переводчика. Плакать нельзя. Вот так просто угасали жизни. Фашистские нелюди стреляли в детей ради забавы, чтобы посмотреть, как ребятишки в страхе разбегаются, или выбирали себе живую мишень, чтобы поупражняться в меткости. Ведь ребенок не может работать, пользы от него никакой, значит, можно убивать безнаказанно. 900 дней продержался в блокаде город-герой Ленинград. Ленинградские дети. До какого-то момента они были как все дети, смешливыми, веселыми, изобретательными, играли осколками снарядов, коллекционировали их. А потом они становились самыми тихими на земле детьми. Они разучились шалить, улыбаться, смеяться и даже плакать. За время блокады в этот город не въезжали машины и поезда. Фашисты перекрыли все въезды в город. Туда не привозили продукты питания. Бомбы и снаряды повредили трубы, и в дома не поступали тепло и вода. Люди жили в невыносимых условиях. Да, нечего было есть. В день взрослому работающему человеку давали по 250 граммов хлеба, а тем, кто не работал, и детям по 125 граммов хлеба и смеси опилок и муки. Люди умирали от голода, умирали целыми семьями. Голод и страшные морозы зимой человек не выносил. Но были еще и другие страшные места, где уничтожали русских людей. Это концлагеря. С началом войны немцы стали организовывать концлагеря или лагеря смерти. Там уничтожали советских людей. Фашисты захватывали города, села, деревни, как уже было сказано, либо расстреливали, либо сжигали людей, либо увозили в лагерь. Те, кто мог работать, работали там на тяжелейшей работе без еды, а те, кто не умели работать или были непригодны для работы, это женщины и дети, подвергались страшным пыткам. На них ставили опыты, ведь им было не жалко, если русский погибал. У детей выкачивали кровь для немецких солдат, людей сжигали в печах. Да, много горя принесла война. В каждом доме были погибшие, земля была залита кровью. Но наш народ выдержал. Советские солдаты прогнали фашистов с нашей земли и гнали их до самого дома. И тогда немцы поняли, что справиться с таким сильным народом невозможно. И они сдались, признали свое поражение. 9 мая 1945 года объявили о победе советского народа над немецкой Германией.